Assalamu alaikum. Bugün biz Kiev Opera ve Balet Teatrında bulunamız. Bu teatr paytaxtının mühim merkezlerinden biri sayılan. Dünyaca meşhur artistlerinin çıkışları en mühim tedbirler bu hadimi teatrda geçirilir. Bugün ise biz opera janrından tanış olacağımız. Çoğusularımız için opera meraksız janr görünüyor ama bizim programımızın vasıtasıyla opera ne kadar meraklı ve hayretте kaldırıcı janr olarak göreceğimiz. Tasavvur etiniz, bir sanada yüzlerinin artistler, erşi canlı ve fonogrammasız. Bu gerçekten de hayretте kaldırıcı, unutulmaz bir hadisedir. Ну і знаєте, сама мелодія – це щось безумовно унікальне, завжди актуальне. В будь-який час, я думаю, особливо в нашій країні з нашими подіями. It's amazing, and I like that it's very reasonable to come here because the prices are so cheap. Actually, if you go to Europe, to Milano, to Berlin, or whatever, you pay €200, €250 for a good place. Потому что я театрал. Нет, если серьезно, это мое первое посещение оперы. Я никогда не ходила, поэтому мне вот интересно именно сегодня прийти в первый раз посмотреть. Bugün biz İtalyalı Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasına teşrif buyurduk. Giuseppe Verdi 26 operanı yazdı. Bu operanı yazganda Giuseppe Verdi çoktan çok muvaffakiyetler kazandı. Çünkü bu operanın süjeti gayet meraklı. Giuseppe Verdi bu operanı yazganda İtalya, Avstriyalı Habsburglarının zulmüne uğradı ve İtalyanlar serbestlik için kureshti. Giuseppe Verdi bu operani taqdim etkende seyirciler anladılar ki bu opera onların kureshi haqida. Kiev'de ise bu opera 1993 senesi koyuldu ve hala da bugün bu opera birçok seyircilerinin dikkatini celp etti. Часто посещаем оперный театр, очень любим этот театр, в частности Верди. Ну а Набуко это вообще это гимн, вот это прекрасное произведение. Я очень счастлива, что сегодня у нас есть билеты, и мы тут будем присутствовать. Замечательная опера. Да, конечно, это опера Верди. Думаю, что понравится. Музыку слышала, это прекрасно. Son geçen birkaç dahadan spektakl başlanacak. Gelin seyredeyik. Опера Набуко считается одной из самых сложных, и не каждый театр берется поставить эту оперу. Чем отличается ваше режиссерское прочтение?
Ну, вы знаете, во-первых, это опера об истории народа, а каждый народ проходит очень такой сложный и тернистый путь на пути к своей самоидентификации, к независимости, к своему признанию. И украинский народ сегодня проходит именно такой путь, поэтому постановка этого спектакля была сейчас для нас особо актуальна. И, конечно, для меня было важно провести те исторические и логические параллели, которые можно провести между любым народом на пути его исторического становления. Ваш герой приносит свободу народу. Вот расскажите об этом, как это с помощью музыкальных выразительных средств принести свободу. Я хотел бы сказать, во-первых, то, что эта роль, будем говорить, сейчас очень актуальна на сегодняшний день, возможно, и в нашем обществе, и в нашей Украине, будем говорить так, что мне, может быть, где-то хотелось бы, все хотят верить в том, что свобода будет в полной мере в тех территориях, о которых мы знаем и были у нас. Это во-первых. Ну, во-вторых, то, что касается роли, эта роль как бы мне дала в жизни, будем говорить, большой старт. И благодаря ней я, будем говорить, развил себя как баритон и как личность отчасти. Она помогает, эта роль, не только на сцене, но и где-то и в жизни, возможно, где-то как-то. Операнын муреке партияларından biri bu Abigail. Opera devamında bu kahraman daima öz tabiatının denişi, o hem samimi ola hem imtiham ala ve bu operanın en mureke partiyalarından biri sayıla. Meraklısı şu ki birçok sanatçılar bu partiyani icra etkende hatta o seslerini duygan ediler. Скажите, пожалуйста, Абигаиль – это одна из самых сложных партий. Очень многие певицы даже лишались своего голоса. Расскажите, как вам удалось справиться с столь сложной партией? Как удалось? Ну, во-первых, мне помогал в этом мой концертмейстер Константин Иванович Фисенко. Вот вообще дирижеры помогали, музыка помогает. Чудові декорації, музика Верді, звичайно, велична, як завжди. Ми в захваті, дуже гарно. Ми давно не були в опері, але сьогодні Набуко – це найкраща вистава Верді. Єврейський і кримськотатарський народ, вони пережили свої трагедії, і найкращим пам'ятником цьому є опера Верді. Şimdi ise Vapensiero nağmesi yanılacak operada bu iudeylerinin xoru. Bu nağme gayet belli. İtalya'da ise bu nağme ikinci milli marş olarak adlandırılan. Çeşit tedbirlerde laskava açılganda daima Vapensiero yanğıray.
Прекрасный хор, вообще отличный. Роскошные декорации, сценография, очень красивые голоса, очень все так театрально, атмосферно. Абигайль, ну да, пожалуй, Абигайль, наверное, сильнее, ну, вокал, наверное, интереснее. Великолепно. Очень нам понравилось. Все понравились. Хорошо. Декорация, костюмы Левицкая, конечно, всегда. Нам очень нравятся декорации. Как бы странно это ни звучало, но поскольку с нашей оперой немного проблематичных декораций, это очень радует, что все-таки двигается в прогрессивном направлении. Бүгін есе біз сізнен сағылғашамыз, келечек программаларда ажайып санат дүниясымен таныш етмеге девам етежекпіз.